Упоминание народа Нохчи в этом грузинском документе 1310 года, это как бельмо в глазу для этих фальсификаторов. И, естественно, они пытаются всеми возможными способами подвергнуть существование этого документа, его аутентичность сомнению. Но это тщетные усилия. Существование этого документа подтверждается и российской наукой серьезной, и грузинской наукой. Известно содержание этого документа, и нет никаких сомнений в том, что в этом документе упоминается народ Нахчи, то есть наш народ, чеченский народ. И, кстати, я уже говорил, что в этом документе под именем народ Нахчи подразумеваются не только нынешние чеченцы, но и нынешние ингуши. Потому что храм, церковь народа Нахчи, который упоминается в этом документе, это почти со 100% надежностью можно утверждать, что это храм Тха-Баярт, который находится в Ингушетии, потому что храм Тха-Баярт это наиболее значительный христианский храм всего Центрального Кавказа. И если у народа Нахчи упоминается церковь, которой, как указано в этом документе, посылались Евангелия, то это, скорее всего, храм Тха-Баярт, в котором действительно были найдены церковные книги на грузинском языке, которые датируются тем же Генка, востоковедом Генка, 9 веком. То есть это уже второе доказательство того, что подразумевается храм Тха-Баярт. Под церковью народа Нахчи подразумевается храм Тха-Баярт. Shira, Kahter Madeh
Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале инноваций горизонтальных связей. А теперь поговорим немножко по-серьезному. Чеченцы наш самый близкий братский народ. И никогда не говорил что-либо для того, чтобы там как-то занизить историю чеченцев или завысить там ингушскую историю по сравнению с чеченцами, но вот эта деятельность вот этих товарищей, которые называют себя историками и крутят головы малообразованным людям, эти уже вещи выходят за рамки. И долго не хотелось этого делать. Долго не хотелось показывать уровень этих историков как историки и морально-нравственный уровень этих людей. Но, по всей видимости, это придется сделать, потому что эти люди, как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Чем дальше в лес, тем больше дров. И когда там сами себе что-то люди говорят, нас это не касается. Пусть чеченцы делают со своей историей все, что угодно. Но когда, основываясь на какие-то фальсификации, на какие-то мнимые факты, на какие-то отсебятины, начинают уже открыто присваивать археологические объекты, исторические памятники, историю ингушей уже открыто приписывать другому народу, без разницы, там, чеченцам или другому какому-то, это уже наглость просто, эту наглость надо разоблачать. И сейчас я ее разоблачу, эту наглость. И я думаю, Хасан Бакаев и все остальные впредь должны будут более внимательнее смотреть за тем, что они говорят широкой публике. Так вот, многие десятилетия, даже это уже сотни лет, вот этот документ, на который ссылается Хасан Бакаев, вот я покажу скрин этого документа. Он как бы, его относили к началу 14 века. То есть это я скрин сделал, который там первый нашел в интернете. Но это вот та часть этой приписки к Евангелию, на которую, ссылаясь на которую вот Хасан Бакаев говорит о том, что упоминаются чеченцы и церковь, и делает вывод, что это церковь... чеченская церковь народа Нохчи или Нахчи, это Тхаба-Ярды, что это было вот в начале 14 века, эта церковь называлась церковь народа Нахчи. Да, здесь упоминается народ Нахчи. Так, ну вот здесь Нахчиев. Далее храмы хунзов, нахчиев, чеченский народ. И, в общем, относится он к началу 14 века. Этот документ, основываясь вот на этой строчке. Кораникон 530 месяца мая 14 числа в год от сотворения мира 6914. Хасан Бакаев позиционирует себя как историк. Я не профессиональный историк. Теперь слушай, товарищ профессиональный историк. Во-первых, здесь пишется, что этот блаженный Ефимий приказал мне, епископу Кормуха, ну и так далее, и так далее. Текст это можете прочитать.
разослать по церквам, монастырям и 7 главным училищам. Приказал разослать по церквам, монастырям и 7 главным училищам. Какие в Грузии 7 главных училищам были в начале XIV века. Образование в Грузии. Так, где у нас здесь 19 век? Вот, 19 век. В 1830 году в 7 уездах Грузии открылись светские начальные училища. В 1830 году, товарищи историки, в 7 уездах Грузии открылись светские школы. Не в 1310, а в 1830 году. До этого никаких 7 главных училищ в уездах не было. В 7 главных училищам. И приказал им изучать истинный закон, философию, житие отцов. Товарищи историки, в каком веке в Грузии начали изучать и преподавать в учебных заведениях и в монастырях философию? Товарищи историки, философию в Грузии начали изучать в XIX веке. Понимаете? В 1310 году училищ и философии в Грузии не было. Ну, философия, конечно, не могла не быть. Как вот я тоже, можно сказать, что сейчас так философствую. Но одно дело философствовать, другое дело приказать изучать и преподавать философию. Это разные вещи, товарищи историки. Остается дата. 530 месяц. Короникон. 530 месяц, мая 14 числа, год от сотворения мира 6914. Эта датировка, товарищи историки, да будет вам известно, без определенных атрибутов не имеет никакого смысла. Видите еще? Она не имеет никакого смысла. Видите, здесь вопросительные знаки стоят. Во многих местах стоят вопросительные знаки, вопросительные знаки, вопросительные знаки. Грузинский ученый, который эту приписку видел, единственный человек, который известный, и который он переписал, и он честно поставил вопросительные знаки во многих местах. Видит, что он не совсем понимает. Видно, она была небрежно там как-то записана, но он не совсем понимает, что здесь написано. Так вот, все станет на место, если вместо числа поставить то, что тут должно быть написано, цикла. Не 14 числа, а 14 цикла. Меня просто убивают эти некоторые историки своей малограмотностью. Так вот, берем 2 предложения. Ну, для тех, кто не в курсе, они выводят 1310 год вот из этой цифры. Якобы отсюда нужно отнять
То есть это по христианскому там летоисчислению, по одному из летоисчислений, это они многими пользовались в 19 веке. Это от сотворения мира как бы считается. И давайте я покрупнее сделаю, чтобы это было лучше видно. И отсюда они отнимают 5604 года. Это как бы от сотворения мира до Рождества Исы. И у них получается 1310 год. Все просто. Но вот это вот все не имеет смысла, если она не будет написана вот таким вот образом. Вот тут вместо числа ставим цикла. Понимаете, товарищи историки? Дело в том, что грузины пользовались такого рода годоисчислением. То есть они брали, вот только возьмем здесь, напишем циклы. Первый, второй, третий. Ну, вот так. И так далее. Ну, 15 нам не нужен. Вот так. Это циклы. Видите, даже иногда я через циклы, через и пишу, потому что я не хочу сказать, что я особо грамотный человек. Но вы, которые себя учеными называете, историками, ну как так можно, ё-моё. Так. И они знают, что делают. У них циклы в грузинской религиозной конструкции, они считают время такими периодами по 532 года. Это цикл. Следующий цикл равняется предыдущий цикл. Это такой же плюс те же самые 532 года. И так далее. Так. Понятно? Товарищи историки, вам понятно? И это как бы от мира, как бы это от сотворения мира, да? Они считают так. Циклами по 532 года. Циклами по 532 года. Циклы. Это обязательный атрибут датировки, без которой датировка не имеет никакого смысла, потому что 530 год присутствует во всех этих циклах. Здесь от первого года до 532 года в каждом цикле присутствует вот этот 530 год. И без указания цикла указывать 530 год, как здесь переведено, вот здесь 530 месяц мая 14 числа, не числа, а цикла, колхозники. Потому что без указания цикла датировка не имеет смысла. Когда мы пишем цикл, становится понятно. 530 год, месяц май, 530 год, 14 цикла. Тогда понятно, эта датировка, к какому времени относится, к какому году это относится. Так вот.
Здесь у нас получается 13-й цикл заканчивается. Ну, вы это можете сами почитать. 13-й цикл заканчивается в 1312 году. С 1313 года начинается 14-й цикл. И за 2 года до окончания этого цикла, то есть до 1844 года, вот этот цикл, 14-й, заканчивается в 1844 году. А документ этот, но здесь заканчивается цикл, который составляет 532 года. Вот здесь заканчивается. В 7448 году от Рождества, если дался по Григорианскому календарю, вот здесь вот получается 1844 год. Ну, поскольку речь идет 530, а не полный цикл 532, следовательно, речь идет о 1842 годе. Я вам увеличу, чтобы вы запомнили, чтобы лапшу не вешали людям, осознанно не вешали людям лапшу. Потому что если это какой-то малограмотный там дурачок говорит, это одно дело. А когда человек закончил институт, факультет исторический, и еще целые 2 года работал по специальности, это уже нельзя списать на ошибку. Это осознанное очковтирательство, товарищ Хасан Бакаев. Осознанно. Понимаешь? Так, теперь перейдем вот к этому числу, из которого вывели. Это число не год от рождения, если дал солнце. Это называется Метонов цикл. Метонов цикл, промежуток времени 6939 дней, 14 часов 15 минут. Следующий, согласно продолжительности лунного месяца и солнечного года, в лунно-солнечном календаре цикл, предложенный в таком-то году, афинским туда-сюда, вот, равен 19 тропическим годам и 235 синодическим месяцам, то есть 19 годам. Вот этот цикл. Это христиане Грузии и вообще христиане вычисляли период, когда должна наступить Пасха христианская. И датировка эта вычислялась, когда-то древние обратили на это внимание, что каждые 19 лет совпадают, вот эти солнечные и лунные циклы совпадают в одной как бы планетарной точке, так ее назовем. И если мы возьмем вот это число, увеличим его, чтобы историки лучше видели своими умными глазами, и разделим этот цикл, ну, это количество дней
на 19 лет, потому что цикл по метоновому, это называется метоновый цикл, он составляет 6939 дней. Равняется это разделить вот на это. Равняется 365 и 2 туда-сюда дней. То есть, нам человек говорит, в мае месяца 530 год 14 цикла 365. Это указывается метонов цикл для того, чтобы показать, что вот эти годы 530, каждый из них состоит из 365,2 дня. А цифра указана не полный метонов цикл, а в такой форме это означает, что дата конкретная это за 25 дней раньше до окончания полного метонового цикла, который составляет вот так вот. Так, давайте я вам тоже, товарищи историки, сделаю вот, чтобы вы запомнили, это полный метонов цикл, который составляет 19 лет. Понимаешь, это, как говорят, лучше синица в руках, чем журавль в небо, Яхаш Амдохан Хасан Бакаев. У вас была синица в руках, но тебе захотелось журавля в небе, понимаешь ли? Ханс синиц йоциш вусыгуахадыхан. Потому что втирать людям, что вот эта приписка относится к 1310 году, началу 14 века, когда Грузию совсем недавно захватили монголо-татары, разорили Грузию, сожгли города, а у них здесь, понимающие архиепископы, развили такую деятельность на территории Дагестана, на территории Азербайджана, на территории Чечни, Ингушетии. Они прямо рассылают библиотеки, 7 главных училищ, которые в 1830 году только открылись, философию, которые через 500 лет только начали в Грузии преподавать и изучать. То есть это совсем не тот исторический период, где эти маварьера, блаженный Ефимий мог бы отдавать такие приказы, товарищ историк Хасан Бакаев. На хайик е шейохорыш дуцыш шейнха хоужахе, прекрасно понимая, о чем ты говоришь, вы забрасываете вот эти провокации свои дешевые. Дешевые провокации, дешевые и лицемерные провокации. Яршикам шейл эхздахвертыш. Настраиваете между собой братские народы, ближе которых у нас нету. Вы нехороший человек, товарищ Хасан Бакаев, очень нехороший. В этом возрасте заниматься ерундой, понимаешь ли? Не надо ерундой заниматься. Бахдар, ты же историк, ты же можешь отличить
Ты же разбираешься, что здесь написано. Харцан лужвага. И на этом, на белом глазу сидишь и врешь, открыто врешь сидишь. На этом, товарищи, закончим. Подписывайтесь на наш канал. Дал дукдал, дол чо дал барца болк волтамаш. Дикие ер хауйол нах дал иманч балбол мухул сух. Но я скажу слушателям, и ингушским, и чеченским, если вы будете всерьез воспринимать вот таких историков, то вы скоро вообще без истории останетесь. Это очень вероятно. Останется один вот этот фуфломицин, который не выдерживает никакой критики. Если кому-то этот фуфломицин нужен в качестве истории своего народа, на здоровье, на здоровье. Но тха истории я галгаш фуфломицин шатматет. У нас есть, может быть, не такая великая древняя история, как у историка Хасана Бакаева, но наш маленький золотник нам дорог. Узаш, гозаш, атмахек. Губу не надо раскатывать. Ведите себя серьезно. Ассаламу алейкум, масник саламаш.